Бродячие и очень опасные. С момента принятия закона о безнадзорных животных прошел год, а бездомные собаки так и не стали другом человека. Напомним, с 1 января 2020 года в России вступил в силу закон об ответственности за безнадзорных животных. Согласно его концепции, собак нельзя ни отстреливать, ни усыплять. Теперь их стерилизуют, прививают и отпускают обратно на волю. На словах все выглядело очень здорово. Но, как оказалось, на практике закон не решил старые проблемы, а создал новые. Стерилизация так и не стала гарантией того, что собаки не соберутся в стаи и не нападут на людей. На днях в Новосибирске бродячие псы набросились на маленькую девочку, которая пыталась бесстрашно спасти сестра. Посмотрите, это страшные кадры. Но с агрессивным псом с трудом справились только двое взрослых мужчин. Скажете, случай единичный? Нет, не скажете. Потому что стаи бродячих собак атакуют и Казань, и десятки других районов республики. И каждый из нас это видит. Кстати, в законе прописано, собаки, которые слишком агрессивны для того, чтобы выпускать их обратно, должны оставаться на пожизненном содержании в приютах. При этом на строительство, содержание самих приютов и агрессивных собак, живущих в них, не выделено ни копейки. Только собственные средства владельцев питомников или благотворительность. Депутаты Думы Астраханской области уже разработали обращение к Госдуме России с предложением снова изменить, в общем-то, еще не старый закон. В частности, речь идет о включении в него возможности умерщвления бродячих собак, если они проявляют агрессию и являются угрозой для жизни и здоровья людей. В Красноярске власти еще в прошлом году начали готовить поправки в федеральное законодательство после 3 смертей горожан из-за укусов бездомных собак.